Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Новости из вашего будущего. Что вы должны знать уже сейчас? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что же передают вам из будущего? Смотрите, в правой стороне какой-то человечек прям на коне, да еще с огромным кубком едет в вашу сторону. Смотрите, у одних отыграется триумфальное возвращение победителя. Да, человек с победой приедет. Может быть, вы сейчас сидите, нервничаете за этого человека, переживаете. Человек вернется с победой. С победой, прям на коне, такой счастливый, такой довольный. Все получится, все случится. Может быть, вам предстоит в чем-то участвовать, в каких-то конкурсах, мероприятиях, получить новую должность, может быть, даже куда-то съездить, как-то себя проявить, показать, либо начать какое-то дело. Не переживай, не бойся, ты будешь победителем. И представьте, такой огромный кубок вам идет. Бояться не за что. Все будет хорошо, все будет замечательно. Так, ну и девушки, которые переживают за свою личную жизнь. Особенно если ваш возлюбленный где-то далеко находится. Здесь он вернется с предложением именно вот настоящей чистой любви. А у кого в принципе парня нет, девчонки, мужчина-победитель идет. Победитель по жизни, либо даже с какими-то титулами. Причем на коне. Очень классный человек. С правой стороны по судьбе и быть вам очень-очень счастливой. Так, левая сторона. С левой стороны какие-то тучи и какие-то сомнения, переживания. Смотрите, вы как будто бы сами себе говорите, из-за сомнений и из-за переживаний вы можете от чего-то отказаться. Отказаться от важного, нужного и полезного. Вы настойчиво себе рекомендуете ничего не бояться и всегда настраиваться на то, что лучше я попробую, да, пойму, мое, не мое, подходит, не подходит, чем я буду потом сожалеть, что я даже не попробовала, либо не попробовала. То есть сомнение, конечно, вещь коварная, но нужно бороться с этим. И всегда давать себе шанс вот попробовать. Да, я просто пробую. Я пробую, получится, ок, не получится, ну что ж, будет опыт. Здесь из-за сомнений, из-за переживаний вы можете от чего-то очень-очень важного, полезного и ценного просто отказаться, даже не попробовав. Вся наша жизнь – это путь проб и ошибок. Зачем вы так нервничаете? Не накручивайте себя. Ошибка – это не преступление. Ошибка – это опыт. Опыт, который нас развивает. Боритесь с этим. Это вам очень мешает по жизни на самом деле. Так, еще с левой стороны мне показывают человека, на которого вы постоянно смотрите, и от этого человека у вас просто глаз дергается. Да? Что-то этот человек такое делает, что вам не нравится. Не нравится. В принципе, да, вы этого не принимаете. Неприятный вам этот человек. Вы себе даете совет: не смотри, развернись, уходи в другую сторону. С этим человеком вы никак не будете, вы сейчас не пересекаетесь и в будущем не будете пересекаться. Этот человек вам не враг. Не враг и ничего плохого не сделает. Вы, зря как бы вы на него либо на нее смотрите. Да, раздражение понятно, но за этим ничего не стоит конкретного. Вы просто тратите свое время и эмоционируете понапрасну. Примените свои эмоции и силы в другом месте, в другом. А этот человек, он никто в вашей жизни, просто пустое место. Пусть делает, что хочет. Каждому свое будет. Так, правая сторона. Здесь какая-то птичка, которую вы куда-то будете отправлять. Вот вы на нее смотрите и думаете, стоит, не стоит, надо, не надо. Может быть, это какое-то письмо, может быть, это какая-то смс-ка. Здесь однозначно вы себе советуете не терять время драгоценного и эту птичку как можно скорее отправить.
Чем быстрее вы ее отправите, тем быстрее придет ответ. И ответ здесь будет 100% положительный. Может быть, вы сомневаетесь, стоит ли вам отправлять свое резюме. Может быть, вы сомневаетесь, стоит ли написать какому-то человеку. Конечно же, стоит. Делайте. Делайте и не медлите. Так вы сами себе говорите. Так, еще за какую-то женщину вы очень сильно переживаете, боитесь, переживаете. Здесь эта женщина сильнее, чем кажется визуально. То есть у нее очень серьезный стержень, у нее большой запас энергетики, и эта женщина, она еще себя покажет, она еще себя проявит. Ничего плохого с этой женщиной не случится. А то, что она сейчас переживает, отчасти ее вина. Вы то ли всей информации не знаете про эту женщину, то ли она вам сама про себя всего не рассказывает. Это временное затруднение, временное, все наладится, все будет хорошо. Вам не стоит прям с головой нырять в чужие проблемы. Здесь достаточно оказать просто моральную поддержку. Скоро у этой женщины все наладится. Не живите чужими проблемами, так вы себе передаете. Так, здесь у вас какая-то интересная встреча скоро состоится. Встреча с каким-то маленьким человеком. Либо ниже вас ростом, либо младше вас по возрасту. Человечек, который, несмотря на свою внешность, либо на свой возраст, обладает какими-то специфическими знаниями, либо умениями. Не смейтесь над этим человеком, либо воспринимайте этого человека всерьез. Дружба с этим человеком, либо сотрудничество с этим человеком вам во многом может помочь. Помочь, что-то вам дать, на что-то раскрыть ваши глаза. Либо вы сможете благодаря этому человеку что-то освоить, чему-то научиться. То есть хорошая встреча на самом деле, хорошее знакомство. Знаете, как говорят, мал золотник, да дорог. Вот. Так что не судите по внешнему виду. Так, белка у вас тут вышла. У белки длинные-длинные лапы. Но это работа, причем работа либо в долгую, либо это работа, куда-то ездить нужно будет далеко. Смотрите, это может отыграться как и для вас, так и, например, для вашего близкого человека, кого вы воспринимаете как сама себя. Да? Человек может устроиться на хорошую работу, но это будет где-то далеко, да? Ездить нужно будет далеко. Либо человек устраивается на хорошую работу и работает очень-очень много лет. В любом случае, белка хорошая, и белка такая, знаете, конкретная, уверенная. Так, еще с левой стороны у вас вышел коготь, но коготь перевернутый. Это враг, это недоброжелатель, который потеряет свою силу, либо потеряет к вам интерес, либо возможность что-то делать против вас. Это уже предрешено, и это случится как-то внезапно, неожиданно и как-то, знаете, болезненно для вашего врага. Что конкретно я не могу, к сожалению, сказать, но это общая отсыпка. Но то, что ваш оппонент, ваш враг, ваш недоброжелатель лишится своих когтей, это 100%. Знаете, как в обратную сторону вывернулись. И теперь этот человек сам себе больно делает. Такой момент. Так, еще какой-то очень большой будет дан вам шанс в жизни. Очень большой. У кого-то это повторный шанс. Повторный, да, ситуация повторяется. Обстоятельства повторяются, возможность повторяется. А у кого-то прям король шансов будет дан. Здесь очень важно, чтобы вы никого не слушали, чтобы вы этот шанс так руками, ногами, зубами схватили и не отпускали, пока не реализуете. Потому что на этот шанс будут и другие желающие. Люди нечестные, люди несправедливые, люди алчные, люди на все способные. Понимаете? Такой момент. Хватай, бери, пользуйся. Своего не упускай. Когда этот шанс будет вам доступен, вы это прям почувствуете. У вас прям как пронизывать иголочки будут. Как электрика по телу пойдет. Прям почувствуете. И вас к этому шансу будет очень сильно тянуть. Такое прям притяжение. Вы такая: о, мне это надо, я это хочу. Как сами собой владеть не будете. Это он, судьбоносный шанс. Ну, вы все разные, каждому по-своему будет дан. Но опять же, вы не ошибетесь. Вас прям очень сильно потянет. Держите руками, ногами, зубами, чем хотите, держите, никому не давайте, не выпускайте, пока не реализуете. Так, дальше идем. Здесь дракончик такой небольшой у вас вышел. Дракончик. Но это успех.
успех, достижение, особенно если вы, например, бизнесом занимаетесь, либо делаете карьеру, либо какое-то дело хотели бы начать. Небольшой, сразу говорю, небольшой, но он есть, и он будет расти. Не ищите каких-то резких, быстрых результатов. Ваш результат, он не быстрый, но он конкретный. Конкретный, и он в долгую. Понимаете, вы долго будете набирать обороты, наращивать обороты, прокладывать себе такую конкретную дорогу. Да? Не тропки искать обходные, через кущи ползти, а именно будете протаптывать такой хороший, уверенный, крепкий, надежный путь. Не гоняйтесь за скорыми результатами. В скорых результатах нет никакой ни выгоды, ни пользы. Это, вот знаете, как обманка. Скорый результат – это обманка. И опять же, не ищите легких денег. Легкие деньги, да? Ежесекундная выгода тоже вам не подходит. Деньги как придут, так и быстро закончатся. Вам именно нужна стабильность, да? Стабильная работа, стабильная карьера, стабильные возможности, стабильная прибыль, стабильно развивающийся бизнес. Вот это ваш путь. А он не бывает быстрым. Здесь нужно работать, еще раз работать. Но вы это умеете, вы это знаете, здесь никаких проблем не будет. Если кто-то начнет критиковать, что вот ты еще сидишь, там что-то делаешь, а другие люди уже все купили, все сделали, все заработали. Не слушайте таких критиканов, они завидуют. Будет успех, будет. Это успех в долгую. Это ежедневный, еженедельный, ежемесячный, ежегодный успех. А не так, что бац, получил, потратил и все, и сижу дальше на попе ровно. То есть вы себе такой совет даете. Не спешить и не гоняться за какими-то воздушными замками. Потихонечку себе работать, нарабатывать, зарабатывать и двигаться уверенно к своей мечте, к своей цели. И все будет замечательно. Так, какая-то просьба, либо молитва. Постоянно о чем-то просите, либо о чем-то молитесь. И так может отыграться. Вы знаете, она исполнится. Исполнится, либо то, за что вы просите, будет вам дано. Но немножечко не так, как вы это себе представляете. Может быть, не совсем в то время, не совсем в том качестве. Но это будет. Будет. И знаете, вот это исполнение, оно даже к лучшему. Вот как вам будет дано, оно к лучшему, чем то, что вы себе вот прям пожелали, попросили. И еще вы сами себя призываете заниматься своим здоровьем, заботиться о себе, ухаживать за собой, может быть, правильно питаться, пить водичку, принимать какие-то витамины, сдавать какие-то анализы. Да? Заниматься. Важно, это важно. Там, физические упражнения. То ли вы на себя подзабили, то ли вы, как времени, может быть, не хватает, да? Возможностей нет. Но это важно и это нужно, чтобы потом не было обидненько. Так. Еще вы себя предупреждаете о каком-то мужчине, который попытается вас обмануть. Причем мужчина такой, знаете, ловкий в этом деле, опытный. Вы как себе говорите, доверяй, всегда проверяй. Всегда проверяй. Не верь на слово. Да? Проси доказательств, ищи доказательств. Будь умнее. Такой посыл прям себе даете. Это относительно какого-то мужчины. Не могу сказать, любовь это, либо это какое-то сотрудничество, там, купля-продажа. Иное взаимодействие. Но, тем не менее, вот прям мужчина такой, знаете, сладенький. Сладко говорит, уговаривает на что-то. В общем, вы себе говорите, не верь, не доверяй, а лучше проверяй. Так, еще за какой-то правдой вы гоняетесь, какую-то правду вы прям очень-очень хотите узнать. Смотрите, вы эту правду узнаете, и эта правда вас немножко разочарует. Вы себе как говорите, не трать время на эту правду, она того не стоит. Она того не стоит. Там все как-то скучно, банально и совершенно неинтересно. Займись чем-то более важным и полезным. У вас, кстати, какой-то недостаток по знаниям вышел, когда вы сами себя просите учиться, заниматься, либо больше времени посвящать учебе, каким-то занятиям. То есть это очень-очень важно, чтобы потом не жалеть, не сожалеть
о упущенном времени, а именно заниматься, причем усердно заниматься. То есть наука, которую вы должны поглощать ежедневно в больших объемах, количествах, чтобы не было потом сожаления. Так, еще какие-то проблемы с ребенком, либо с детьми. Вы как обижаетесь, либо вы не верите в то, что получится воспитать, либо донести какую-то информацию. Ничего здесь такого плохого нет. Наоборот, все, что вы делаете, все, что вы говорите, над чем работаете, стараетесь в плане своих детей, все даст очень хороший, позитивный, плюсовой результат. Да, это сейчас выглядит как-то сыровато, но в будущем все будет замечательно. Вы хорошая мама, да, вы хороший отец. И да, может быть, ваши методы спорные, но именно для ваших детей это самое оптимальное. Так вы себе передаете. Так, еще вам какая-то высота покорится. Высота. В каком-то деле, в какой-то ситуации, в отношениях, взаимоотношениях. Да, быть на высоте, быть выше, чем другой человек. Быть важнее, добиться успеха, договориться. Вам покориться не сразу. Здесь как 3 этапа. Но, тем не менее, не сдавайся, продолжай, у тебя все получится. Так, еще вы себя предупреждаете о какой-то полной женщине. Полная женщина в теле, корпулентная. Та женщина не та, за кого себя выдает, либо женщина, способная на какие-то нехорошие поступки. Прикидывается такой бедной овечкой, на самом деле, коварный хищник, так назовем. Вы в ней как-то ошибаетесь. Недооцениваете, может быть. Вообще вы себя просите подальше от нее держаться. Так, женщина то ли с рыжими волосами, то ли какая-то краска у нее на голове, странного какого-то цвета. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.